Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженным. По данным Управления Роспотребнадзора, на территории республики зарегистрировано 110 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице нашей республики зарегистрировано 67 случаев. Данная цифра является достаточно критичной для города Якутска, в связи с чем еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. В Мегино-Кангаласском районе есть определенное снижение, тем не менее, непосредственно в 12 случаев сегодня там зарегистрировано, 8 случаев зарегистрировано в Усть-Алданском районе, и, соответственно, что не может быть находиться на особом внимании. В Вилюйском районе зарегистрировано 3 случая, по 2 случая зарегистрировано в Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Кобяйском, Момском, Намском, Среднеколымском и Хангаласских улусах. По 1 случаю зарегистрировано в Алданском, Ленском, Маймиконском и Мирнинском улусах. Необходимо обратить внимание, что достаточно долгое время без новых случаев находились районы такие, как Ленский, Мирный, Ленский и Мирнинский район, в связи с чем просим обратить особое внимание, в том числе и граждан этих районов, на необходимость санитарно-эпидемиологических требований. На территории республики в целом было проведено 3575 исследований на новую коронавирусную инфекцию. И всего с начала пандемии у нас обработано 1 092 341 тест. Лаборатории работают как Управление Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия, так и учреждения здравоохранения. Лаборатории работают в срок и достаточно быстро, в том числе и путем СМС-оповещения, дают информацию о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции при сдаче анализа в соответствующем учреждении здрава или управления Роспотребнадзора. На настоящий момент в республику поступило 154 084 дозы вакцины. Первую вакцину получили 132 560 человек, в том числе 32 916 лиц старшего возраста 60 лет. Из поступившей вакцины основная вакцина используется в городе Якутске и Мегино-Кангаласском районе. Вчера за сутки в городе Якутске непосредственно у нас было вакцинировано на почти 1000 людей больше, чем за прошедшие сутки. В целом использовано 8,6% от общего объема вакцины, поступившей в республику. От имени правительства республики, главы оперативного штаба благодарим тех граждан, которые беспокоятся о собственном здоровье и о здоровье близ окружающих. И, конечно же, невозможно не поддерживать позицию тех, кто считает, что вакцинация сегодня не только является непосредственно способом для того, чтобы предотвратить инфекцию, но и способом того, чтобы создать безопасность для тех, кто рядом находится с ними. Вчера мы получили постановление главного санитарного врача по республике Саха-Якутия 19 мая за номером 3, пунктом которого определено: предприятия всех форм собственности обязаны обеспечить иммунизацию работающих против новой коронавирусной инфекции. Сегодня в республике развернуто достаточное количество вакцинальных пунктов, как мобильных, так и стационарных, на которых возможно исполнение постановления главного санитарного врача. Необходимо обратить внимание на то, что постановление главного санитарного врача является обязательным для исполнения на всей территории Республики Саха-Якутия, в связи с чем соответствующее постановление доведено до всех руководителей предприятий, и соответствующая ответственность за его неисполнение предусмотрена действующим законодательством. От имени правительства республики мы приглашаем оперативного штаба сегодня всех на вакцинацию. Сегодня проходит массовая вакцинация. Практически можно найти ее сегодня практически во всех наших как учреждениях культуры, так и учреждениях здравоохранения. Это естественно для того, чтобы понятно и доступно, где понятным, доступным образом вас встретят врачи. И каждый врач, при том, когда вы заполняете анкету, очень четко скажет, положена вам вакцина или нет, исходя из вашего состояния здоровья. Огромная просьба гражданам республики не делать выводов о той или иной возможности вакцинирования, исходя из домыслов, которые есть в сети WhatsApp, иным образом полученным. Когда вы придете на вакцинацию, доктор вас осмотрит. Доктор с вами переговорит, и только доктор определит,
может или отсутствие или наличие каких-либо противопоказаний для вакцинирования. Здоровья всем!